Давайте приступим ко второй части, друзья. Вот, значит, с Таней меня знакомил наш друг Олег Бурьян, который иллюстрировал книгу у Тани. Кто Бурьяна знает, какой он молодец. Вот. И как бы, ну и человек, и художник, и со всех сторон выдающийся прямо, и лучший в мире собутыльник, в общем. Вот. Но он отрисовал, в общем, он все хорошо книгу, а в книге, видимо, там макетчики не очень, так, пока в профессии. Они сделали как могли, вот, но возможно, они исправятся. Поэтому, ничего я не сказал. Сейчас я бы с удовольствием эту книжку принесла, но у меня только 2 экземпляра осталось, остальные уже были распроданы и подарены. Вот, но сначала я хочу со всеми поздороваться. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо тем друзьям и родным, которые пришли, и тем, которые остались меня послушать. Я очень благодарна своим слушателям, читателям. Вообще, ну как бы тот год был для меня таким знаменательным, поскольку у меня вышла первая книга прозы моей, вот это вот как раз с иллюстрациями Олега Бурьяна. Вот. И она как-то неожиданно выстрелила, и осенью получила Гоголевскую премию. До этого у меня были только разовые публикации в журналах «Урал», «Байкал». Вот. То есть как-то эти рассказы мои расползались, в основном они существовали в Фейсбуке. Вот. А здесь у меня были есть две повести, которые нигде не были засвечены. Вот. И в этом году выйдет книга тоже с картинками Олега Бурьяна, но на этот раз будет делать моя хорошая знакомая, с которой мы вместе учились в архитектурном институте. А я закончила архитектурный институт. Вот, я по специальности архитектурный теоретик. Вот, поэтому я стараюсь, чтобы в моих рассказах были и фундамент, и стены, и крыши, и все это как-то держалось. Вот. Ну, это краткое предисловие. Значит, 3 рассказа. Рассказы, они у меня в основном такие около фантастические. Но все герои настоящие. Первый рассказ – это из цикла рассказов про Игоря Степановича, их всего 21. Вот один из них. Кто станет у плеча? Ехал как-то Степаныч с дачи. Землю там подготовил, приласкал для засева. Ну, ехал в город. Поездка была нескладной, неладной, через ссору и ругань с женой. Но понимал, что неправда с его стороны была. Зря жену обидел и дверью хряснул. Отмотал свои 60 до дачи, потрясся там возмущенно сам с собой, да и решил, что землю подготовил. Пока пахал и боронил нехитрый дачный шматок земли, задумался, что на жену взъелся. А ничего, просто позвала подружек. Сидят на кухне, ля-ля, фу. И разговоры пустые. Светлану опять замуж подают. Сколько Степаныч себя помнит, все Светлане мужа ищут. И вроде бы найдут, а мужик срывается. Светлана красивая, домовитая, белокожая, волосы медные, медленная только и большая. Не толстая, а равномерно большая во все стороны, как из другого племени, из неизвестных краев. Всякий мужик рядом с ней был плюгавым слегка, или некрасивым, в общем, неровным. И в тот день бабский пчельник опять жужжал. Сыскали Юрия какого-то. И жужжание понял Степаныч, что Юрий тоже не особо годящий, но зато домовитый, рукастый и почти не пьющий. Бабы поделились надвое. Одни Юрия защищали, другие поносили, но и те, и другие сходились на том, что посмотреть надо. Слушал Степаныч, слушал эти разборки, да обозлился. Представил, как они его, Степаныча, разбирали бы. Уши, глаза, залысины, зад вислый. Что еще там?
будто сами красоты небесные. Пахнут прелью, ступни плоские, у каждой по железному зубу и титих. Пришел в кухню, ты разогнал всех веником, трезвый причем. Бабы шмыгнули из кухни, оставив там медленную Светлану. А та поднялась во весь рост. И остался Степаныч с ней на краткий миг наедине. С красотой этой ее уходящей и умоляющей. Снизу вверх на лицо ее посмотрел. Чуть не заплакал. Плюнул, подхватился и убежал. Пока ехал в машине, вспоминал непрекаянную Светлану. А потом на даче уже работала, остервенела, словно земля и была Светланой. А он ее с ней, на ней до сладкого пота трудился. К концу грядки Степаныч зарумянился от смущения и тяжко задышал. Чтобы успокоиться, закурил. Аж ослаб. В общем, едет Степаныч обратно, дождь собирается. Видит, на остановке одинокий мужик с рюкзаком стоит. И захотелось Степанычу два дела сделать. Подвести человека, а заодно поговорить о маяте своей. Чтоб случайный попутчик выслушал. С ушей отряхнул, а может, что дельного сказал бы. Мужик в машину втиснулся еле-еле. Большой такой, как монумент. А потом все пошло не так. Степаныч заговорил, мужик молчит. Всякое Степанычево слово в мужике вязнет. Вроде головой кивает, но сам в себе. И не нужно ему Степаныч. Дождь припустил. Степаныч радио крутит, мужик молчит. И вдруг перед самым лобовым стеклом человек. Вот только что не было никого. Только дворники чакали туда-сюда, а тут нате. Едва Степаныч успел по тормозам дать. А перед машиной скачет плюгавенький такой запердышек, полмужика, личико с кулачок, мокрый весь, хоть выжимай. И синий с пупырышками, как куренок. Дверь заднюю открывает, на сиденье ложится. Степаныч запсиховал. Ты чего под машину кидаешься? А ты едешь, меня не видишь. Мне уехать шибко надо. Да ну тебя убийца решил. Да ты езжай, мил человек. Попутчик тут шевельнулся и буркнул. На следующий слезешь. Степаныч аж вздернулся. Тебя не спросил. А плюгавенький отряхивается, как собака, и смеется хорошо, так звонко. Не ругайтесь, ребята. Полежал немного, да сел. Сидит, улыбается, носом шмыгает. Спасибо, добрые люди. Я сейчас обыгаюсь, да в боровках сойду. Очень уж холодно, не рассчитал я, куртку не взял. Куртка хорошая, туристы подарили. Хоть на свадьбу, хоть на похороны. Громадный попутчик недовольно поелозил на сиденье. Плюгавый чихнул. Ну, знакомиться давайте, я отец Варсонофий. Попутчик тяжело обернулся. Че за отец-то? На папа не похож. А я не поп, я монах. Я на исповедь к отцу Серафиму ездил. Некуда больше. А его броню. Дескать, врун ты, жлоб, отец Серафим. Он сердится, но грехи отпускает. Степаныч хмыкнул. Нормально у вас, братья. А как же дисциплина? А чего? Я сам по себе монах, бродячий. Хотел раньше к какому монастырю прибиться, не брали. Даже трудникам не брали за мой язык. А я чего? Я сразу им все говорил, что думаю. Я и по монастырям сперва ходил, чтобы монахи постригли. А то ведь руки на себя наложу. Так вот. Со мной ведь как? 40 лет исполнилось и тосковал. Все ж было хорошо. Бизнес, дом, жена, сыновья. А мука такая одолела, что не передать. Жена моя, умная женщина, с кем-то посоветовалась и отпустила меня в монахи. Дескать, ступай, я мальчиков подниму сама. Я вначале удивился, а теперь Бога за него молю, что он дал мне. Письма пишу, она отвечает, что все хорошо. Старший в институт железнодорожный поступил, младший школу заканчивает. Начал я скитаться. В 5-м по счету монастыре сказал мне один схимник, чтобы я на Афон шел. Уж как могу, своим путем. Что думаете, дошел? Добрые люди всю дорогу помогали. Ну и не помогали тоже. Однажды так отметелили, что пришлось в больницу ложиться. А потом прочухался и на Афон. Невыносимая тяга была. Там меня и постригли. Дали имя Варсонофий. Попутчик снова заворочился. Тесно ему было на переднем сиденье за могучести. И ты с ними по-гречески говорил? Так научился. Я ж на Афоне 5 лет прожил тяжкими трудами. С
Сперва благодатно было, а потом стал замечать, что худо мне опять. Маюсь, вызывает меня отец Паисий. И строго так отправляет домой, чтоб скитался. Такая, дескать, планида. Я и вернулся. Жену навестил, в ноги пал, сыновей проведал, отца и мать проводил. И хожу теперь. Причащаюсь, исповедуюсь, молюсь о вас, обо всех. А батюшки-то разные. Кто добросердечный, кто лишь бы отвязаться. Но за всех Бога прошу. Все они хорошие. Вон в помянник писал. Плюгавый показал потрепанный блокнот в толстой обложке. Дождь за окнами усилился, начался град. Ветер спесился окончательно, выл и раскачивал машину. Стекла заволокло белесой мглой, в которой к ужасу Степаныча словно метались какие-то бестелесные существа, блеклые, полупрозрачные. Видимость была никакая, а дворников толку чуть. Съехал Степаныч к обочине, движок заглушил. Попутчик сел в полоборота к Плюгавому. Не поп, значит, святой? Господь с тобой, по моим грехам никак невозможно. Попутчик глухо закашлял. Вот худо мне сейчас. Что делать? Тебе и правду худо. Убить нас тебе надо. Меня-то просто так, а Степаныча из-за денег и машины. В рюкзаке у тебя нож. Только сейчас тебе убивать без толку. Видишь, что с погодой-то творится. У Степаныча во рту пересохло. Жутко так стало. Не шевельнуться. Захотел заорать дурнины, выскочить и побежать, очертя голову. Только куда? Дождь, град стеной стоит, ветер воет, машину шатает. И даже не ясно, где они теперь. То ли на земле, то ли на небе. И защипало глаза. Слезы потекли. Жалко стало себя. Жену. Светку даже стало жалко неприласканную. Как же так-то? Стояла, смотрела нежно, как телушка, а он и не мог. Даже захотеть не смог, потому как выше понимания красота такая. Ну чё же это? А тут помирать. Это зачем же? Слезы покатились из глаз Степаныча. Медленно, непривычно. Не горошком сладким, как в детстве, а живой горячей солью. А Плюгавый говорит ласково, но твердо. Слышь, деловой, сейчас прогал в тучах будет, и пойдем мы с тобой отсюда. У меня с тобой есть кое-что получше денег. Попутчик обернулся. Сиденье скрипнуло под ним. Что он там у Плюгавого увидел, Степаныч не знает. Да и не хотел знать. Услышал только, как попутчик громко засопел и стиснул рюкзак на коленях. Хорошо. Ну скажи, поп, отчего твой Бог такой? Все у меня отнял. За чужие грехи на самое дно бросил, а? Ни кола, ни двора, ни семьи, ни детей. Те, кто меня подставили, на теплых местах сидят, рожи наедают. Аж до треска. Таких, как ты, я особенно ненавижу. Вы ж чистенькие, слова всякие бормочете. А всех нас, темных, на самом деле презираете, как клопов. А я, как пес, бегаю и прячусь. Плюгавый на своем месте стал раскачиваться и причитать, обхватив себя за голову. В небе разъяснилось, и увидел Степаныч справа от себя за машиной огромное, умытое снегом и градом поле. Плюгавый перестал причитать и, сгорбившись, вышел из машины. Вслед за ним выдвинулся попутчик, скрежетнув сиденьем. Одно мгновение они стояли рядом с машиной, причем Плюгавый попутчика обнял и уткнулся в него. Дверь была не закрыта, и Степаныч услышал свистящее «Прости». Так и не понял, кто его сказал. Не успел. Небо всхлопнулось, и налетела непроглядная муть, шваркнув дверью машины и загрохотав по крыше и капоту градинами. Как не силился Степаныч дверь открыть, не смог. А когда утихло и прояснило окончательно, никого рядом с машиной не было. Степаныч вышел, прошелся немного в поле, ни единого следа, ни намека. Сгинули странные люди, думай, что хуже. Вернулся Степаныч домой поздно. Теща на кухне раскладывала пасьянс, жена засела в ванной. Должна была бы радость охватить, да не приходила. Вместо нее светился внутри, трепетал огонек малый, как от свечки.
рассказ из другой серии. Называется он «Олег». Анатолий был никаким. Вот абсолютно. Такого встретишь и тут же забудешь. Роста непримечательного, комплекции средней, в меру узкие плечи, худой, но с тараканьим овальным брюшком. Голова круглая, волосы редкие, лысинка аккуратная, с пятачок. Очки прямоугольные, губы блеклые, нос, прямой такой, с сутулинкой посередине. Ходил Анатолий, согнувшись, чуть втянув голову. Работал Анатолий бухгалтером. Все? Нет. Жил он одиноко. Чистоту наводил дома стерильную, маниакальную. Анатолий справедливо полагал, что даже если женщины нет, то вовсе не обязательно становиться засранцем. Иногда, правда, грустно становилось. Вспоминал, как ему отказали на выпускном в медленном танце. И вздрагивал от яркости воспоминаний. Зарекся он после этого с противоположным полом якшаться. Мощный был зарок. Уж 40 лет Анатолию стукнуло, а был он сам по себе и сам для себя. Все? Почти. Самое главное, Анатолий заболел. Теперь все. Но только для начала. Болезнь ерундовая. Народное название простуда. Районно-врачебное ОРВИ. Анатолия она выключила из жизни мощно. Он болел долго, с осложнениями, обязательно покрывался крупными прыщами и становился уже не никаким, а просто противным. Анатолий сильно худел, волосы лезли клочьями, а маленькие тусклые глаза западали еще глубже. Он чистил зубы, зажмурив глаза, чтобы не видеть отражение. Но когда отражение вползало в зеркало, Анатолию совсем плохело. Он часами рыдал на кухонном диванчике. Так ему было жаль себя. Просто беспредельно. У всякого человека рано или поздно наступает день, когда вроде бы хуже некуда. Вот у Анатолия он подоспел. Ближе к вечеру горячая температурная тьма сгустилась настолько, что Анатолий облегченно приготовился к смерти. Да и то ведь жизнь пустая, никчемная, одинокая. Уж и не жаль себя даже. Глупо только погибать от дурацкого вируса. Хотя, может, это и не вирус вовсе, не неизвестная науке. За окном густел вечер, из-за стены мяукал соседский телевизор. «Извините». Голос был тонкий, без интонации, чуть вибрирующий. Анатолий осмотрелся. Никого не было. Стало еще спокойнее. Если глюки пошли, то точно кранты. Ну и славно, вот и хорошо. Вы не могли бы подтвердить, что нас слышите? Я не уверен. В чем? Что я вас слышу. У меня температура под 40. Минуточку. Анатолий внезапно прошиб пот. Тело стало ватным, он едва не задохнулся. Но жар явно спал. Извините, что так резко. Я умер. В этом мы не заинтересованы. Мы хотим предложить сделку. Душу должен продать. Голос замолчал. Анатолий смутился. Последняя реплика прозвучала глупо. Что это значит? Я подумал, что вы нечистая сила. Уточните. Анатолий чувствовал себя полным идиотом. Черти! Это внутренняя сила? Так, идиоты все, уже легче, можно нести любую чушь. А вы где? Мы сейчас часть вас, но антагонистичный. Голос вещал с легким акцентом, слегка зависая в паузах. Анатолия осенило. А, вы инопланетяне. И жрете ему мозг, да? А что это? Анатолий окончательно офигел. Пришельцы со звезд. Звезды это что? Это как солнце. Вы знаете, что такое солнце? Нет. Мы внутри вас. Нас много. Анатолий растерялся и промямлил уж полную дичь. Вы вирусы? Причина вашего состояния? Да. Голос как будто обрадовался. Для нас это важно. Мы давно совершенствуем коммуникацию. Вы не могли нас слышать. Только сейчас мы подобрали правильно. Отдельный вид глюка. Но с чего вы вдруг? Он не медик, не микробиолог. Почему вы молчите? Я думаю. Мы не понимаем. А как вы меня слышите? Мы не сможем вам объяснить. У нас пока нет слов, но мы очень хотим научиться. А я тут при чем? Вы коммуникатор, и вы нам поможете выйти на ваш разум, который нас изучает для совместной работы. У нас есть много интересного.
Анатолий живо себе представил, как он идет к непонятным седовласым старцам в халатах и ведет с ними переговоры от лица собственной ангины или гриппа, которые ищут сотрудничество. Безнадежное дело. В лучшем случае посмеются и под зад коленом, в худшем отправят в уютное и тихое место. К Наполеону. Или кто там сейчас модит? А почему я? Не только ты. Голос сменил тональность и перешел на более понебратские отношения. Попыток много. Кто-нибудь достигнет цели, ему поверят. Реальность становилась страннее, чем у Алисы в «Стране чудес». Надо было срочно что-то предпринимать. Анатолий сделал попытку выпить, но внезапно почувствовал такое отвращение к спиртному, что резко передумал. Послушайте, да, можете помочь мне уснуть? Конечно. Активную фазу настроить по биоритмам? А говорите, умных слов не знаете. Немного. Анатолий выключился так резко, словно потерял сознание, и включился с рассветом. Чувствовал себя бодро. Пару раз метнулся в сортир. Есть не хотелось. Вместо этого возникло желание нарезать пару кругов вокруг дряхлой хоккейной коробки. Вы чего? Это здоровье, очистка. Ты должен быть символом будущего. И хотя интонации у вируса были абсолютно никакими, Анатолию почудилась напыщенность и ерничание. Аж зло взяло. Но конфликтовать с тем, кто в любой момент может тебя вырубить или поднять температуру, опасно. Слушайте, а можно я вам дам имя? Зачем? Ну так проще будет. Я понимаю, что вас там много, но разум вы один. Поэтому общаться нужно как с одним, обобщенным существом. Хорошо. А как ты нас назовешь? Олег. Что это значит? Имя человеческое. У меня такой одноклассник был. Олег. Очень умный, между прочим. Он жив? Надеюсь. А что ему помирать? Пусть Олег, но сейчас ты должен думать о встрече с вашим разумом. Анатолий долго думал, с кого начать. Самое простое, что пришло в голову, Виктор, сосед сверху. Виктор работал на скорой и обладал здоровым запасом цинизма и звериной фельдшерской прозорливостью. Он мог долго не спать, но с любого недосыпа был на удивление добродушен. Дверь он открыл почти сразу, качнулся вперед и вбок. Пригласительно. Анатолий с Олегом вошли. В единственной Викторовой комнате стоял вечно разобранный диван, на котором дрых апокалиптических размеров кот. В свободное время он вполне мог подчинять примусу и стрелять из пистолета в массолите. Виктор отодвинул заднюю лапу кота и присел. Анатолий опустился в кресло. Олег внутри настойчиво забубнил про разум и сотрудничество. Он поторапливал. Анатолий собрался с духом. «Видишь ли, Виктор, я хочу выступить от имени вируса». Виктор выслушал его невозмутимо, мотнул кудлатой головой, опахнув Анатолия кислятиной. «Это выглядит интересно, но не поверят. Вообще никто. А ты?» «Ну, я-то тебе верю, но ты докажи». Анатолий задумался. Олег заерзал, покалывая и пощипывая в горле. Что будем делать? Ему доказательства нужны. Виктор изумился. Это ты с кем сейчас? С Олегом. С вирусом? Да я ж тебе о чем? Олег запутался. Вот. Он, видимо, воспринимал диалог Анатолия и Виктора не полностью. Я не понимаю. Олег, покажи какой-нибудь эффект. Анатолий пришел в себя в машине скорой помощи. Он был потный и измученный. Над ним покачивался одурелый Виктор. В воздухе пахло спиртом. В локтевом изгибе темнел синячок после инъекции. «Виктор, ты мне укол сделал. Ты же его убить мог!» «Господи, да ты двинулся совсем. Ты покраснел, побелел, обоссался и упал. Что мне было делать?» «Олег!» Тишина. Анатолий похолодел. Ему внезапно стало так невыносимо одиноко, что не передать словами. Он сложил руки на груди и страстным причитанием начал тарахтеть. «Олег, я знаю, тебе сейчас плохо. Но клянусь, я не буду лечиться. Я уйду под расписку из больницы. Я буду ждать, пока ты снова не соберешься с мыслями. Мы все продумаем. Олег, мы Нобелевку получим и всем докажем, что из симбиоза человека и микроба вируса
Не знаю, кем ты там был, можно супер человирусом, микровека, челобактера. Да мы космос покорим. Выпустите меня, суки, я здоров. Поздно ночью зигзагами и пунктиром Анатолий шел домой и рыдал в голос, причитая уже вовсе нечленораздельно. Ему не было стыдно. Он не замечал вокруг редких прохожих и сочувствующих собак. По щекам его непрерывно текли слезы, расточая запах чеснока и мандаринов. На плечо доверчиво сел воробей, а на лысинку спикировал глянцевый лист. Анатолий и охал, и спрашивал, и нежничал с невидимым собеседником, всплескивая красивыми ладонями. Потом прислушивался и прислушивался, наклоняя голову на бок. Но в его внутреннем эфире было тихо и спокойно. С тех пор Анатолий ничем не болел. Никогда. А вот эта история основана на моем опыте работы в интерьерном журнале. Это были 90-е годы. Я работала в журнале «Салон интерьера», общалась с архитекторами, с заказчиками. Вот такой, ну как сказать, такая вот воплощенная нежность по отношению к архитекторам и заказчикам того времени. Называется «Рассказ соавтора». Архитектор Петров был хороший архитектор. Настолько хороший, что в 90-е годы обзавелся мягкими боками, круглым лицом и плавной походкой уверенного в себе кота-мышеловна. Заказчики его любили. Он умел делать красиво. Он слушал, кивал и записывал. Всякая фраза заказчика превращалась в цитату. А когда часть замысла вызывала у клиента поднятие бровей, Петров мягко кашлял и открывал цитатник. Зачитывал и клокотал. «Это же ваша идея! Мне это уже тогда нравилось! Коллега!» И немедленно приобнимал. Заказчик на этой стадии уже любил и хотел абсолютно любые петровские каракули. Но время шло. Петров обрюзг и взорвался, разговаривал через губу, иногда тонко хамил и не за любой заказ брался. В 2000-м оказался не готов. Жирный заказчик воротил нос, нежирный красил стены и обставлялся в популярном скандинавском магазине. Бока похудели, щеки обвисли. Стал Петров походить на немолодого шарпея. Любовница вдобавок ушла. Петров попытался отпроситься в запой, но здоровье не позволило, да и жена была против. Безденежье угнетало. Петров пристроился в прорабы. Вышло поначалу неплохо. Вышло поначалу коряво. Строители его манер не понимали, а клиента угнетал петровский гонор. Но Петров, хоть и со скрипом, научился. И вот вдруг забрежило. К нему обратился старый заказчик и привел родственника. Тот хотел дом. Петров воспрял, закудахтал, попытался переобнять, но заказчик дернул плечом. Семенович, он сильно не бедный, но с чудиной. Петров уже парил над землей. Господи, да разве есть заказчики без чудины? Один был, помнится, шизофреником и заказал черную комнату без окон в мезонине. Другой строил конуру с кариатидами для Кани Корса. Третий пожелал замок с орвом и подъемным мостом на 6 сотках. Петров со всеми договорился. Шизофреник получил комнату кинотеатр. Собачнику на заднем дворе отгрохали целый собачий городок, стилизованный под классику, но без излишеств. Третий перекупил еще пару соседних участков и передумал замком. Петров открыл ему плебейскую брутальность французской горной хаты, она же шале. Этот-то третий пришел к Петрову попутно через телефон, похваляясь рвом, мостом, статуями на участке вокруг шалета. Не выдержал стиля. Петров слегка поскучнел, но отступать было поздно. Сосватанный объявился только через неделю. Назвался Лехой. Леха щеголял детской улыбкой на костистом лице. Глаза же были очень светлыми. На фоне блеклой радужки черные зрачки. Петров нацепил самую лучшую гримасу. Как вас лучше называть? Леха. А по отчеству? Так не школьный же учитель. Хы. Леха подарил ответной улыбкой. Черные зрачки воткнулись в пространство над Петровской головой. Петров пожевал губами, глотая гримасу. Леха кивнул. Да вы не волнуйтесь, аж побледнели. Шучу я так.
Дом мы строить будем, деньги есть. Я культурный человек, вам доверяю. Если отчество и фамилию, запросто. Я ж понимаю, мы же договоры будем заключать. Моторин я, Алексей Семенович. Но лучше Леха. Леха был тощим, одетым изысканно и строго. Петров наметанным глазом оценил тонкой шерсти костюм, идеально подобный к жилистому Лехиному костяку. Белая рубашка молочного сияния, восхитительные туфли, тонкой кожи. У Петрова аж зубы заныли. Он-то знал, где и почем в Лондоне такие шьются. Они с Лехой сидели в поднебесном кафе «Бизнес-центр». Официант принес 2 пустяковые чашечки кофе и исчез в обволакивающей музыке. Петров почти отвык от такого уровня. За последние годы он вспомнил клёклый майонез шаурмы и укусы гастрит. Официант материализовался и принес тарелочки с чем-то красивым. Леха принялся скупо клевать вилкой, из рукава задразнились дорогие часы. От шеи потянуло ноткой дубовой коры и хорошего парфюма. Петров затасковал и ткнул вилкой в красоту. Леха деликатно поглощал десерт, глядя на вилку. Короче, сейчас едем смотреть участок. Я все расскажу, покажу, а вы прям завтра начинаете. Денег дам столько, сколько надо, но... Леха взглянул в упор. Внизу Петровского седалища затрещало и запузырилось. Взгляд у Лехи был жутковатый. За каждую копейку спрошу, понял? Петров шумно хлебнул кофе и подавился. Ехали быстро, очень быстро. Очень. Когда педаль в пол. Петров даже бояться боялся. Через полчаса стояли на участке. В воздухе звенели далекие петухи и пахло прелью. Земли было дофига. Хозяин купил почти деревню. Кое-где еще торчали ошметки заборов. На одном из участков энергично разбирали сыроюшку. Леха повеселел. Короче, дом красного кирпича, чтоб метров 800, 3 этажа. Статуй даром не надо. Самые простые формы. И на участке Леха забегал полугодием. Слова доносились фрагментами. Мых камней с цветами. Беседки, стекло, мостики, вода. Понятно? Петров понял. Через пару дней набросал эскиз в стиле дома над водопадом. Райт бы его проклял, но Петров был доволен. Он как будто все учел. На небольшом рельефе стоял прямоугольная вилла с изобильным остеклением. На участке Петров предусмотрел террасные площадки с растениями, несколько большемеров, каменные скамейки, декоративный павильон и речку с небольшим водопадиком. Чуть пошловато, но вполне вкусно. Леха завис. Воздух вокруг него сконцентрировался и уплотнился. Петров безотчетно затасковал. Через полчаса Леха опрокинул на присевшего Петрова ледяной взгляд. Лоск развеивался. Предательски лезла наружу простая и прямая, как рельс, сущность. Это что? Простые формы, газоны, альпийские горки. А жить как? В смысле? Я же на одни решетки лимон потрачу, смекаешь? Петров тупо уставился в свою картинку. Переспрашивать было боязно. Живот мягко заурчал. Я еще тогда вас понял и подумал, что... А 2 этажа где? Вот, цокольный, мансардный. Кровля позволяет... Кровля пусть себе позволяет, что хочешь. Мне поровну. А я тебе чего, дворец пионеров заказывал? Мне эти витрины нахрена? Короче, переделывай, Леонардо. Петров скупо кивнул, заторопился к машине. Живот пел, как суслик, шея вспотела. Дом впрягся в проект, недоумевая по поводу простых форм. Сделал двускатную крышу, балкончик, террасу, убавил остекление. На первом этаже обозначил частый переплет. Опять получилось шале. Петров по птичьи склонил голову. Вроде формы простые. К Лехе шел осторожно и на голодный желудок. Тот был благодушен, зарылся в проект и замычал. Прямо-таки уже лучше. Только нахрена мне эта халабуда? Балкон? Ну да. Чтоб лезли? Ты, Микеланджело, учти, народ вокруг злой. Им на балкон залезть, что 2 пальца обломать. Или шашку бросить. Да зачем же? Не-не-не, ты меня не путай. Я тогда участки покупал, насмотрелся. Они же упертые хозяева-то были. Где гарантии? Вот.
А ты мне то витрины, то халабуды рисуешь. Я не дурак, я в стилях разбираюсь. Мне классику там колонны или модерн не надо. Избушку ты надежно изобразила. Только окна надо поменьше и решетки на них, без бронзулеток. Можешь ромбами. Я в Италии видал. И по планировке. Вот за каким лешим мне такая гостиная насквозь на 2 этажа? Ну, и окна в крыше. Это двусветный зал, воздух, дневной свет, экономия электричества. Леха хлопнул Петрова по мягкой спине. Это ты молодец, за экономию уважаю, но не здесь. Мне же для семьи ничего не жалко. Вот ты, например, в чем прав? Нехрен 3 этажа городить. Давай 1. Земли много. Ну, подпол, то все, 8 спален, 1 гостиная. И под крышей чердак с бильярдом и баром. Можешь там окна в потолке делать. Из ракетницы полить. Лехины глаза нехорошо горели. У Петрова разыгрался гастрит. Он ходил в полусогнутом состоянии и рыдал за монитором, кусая синие губы. В конце концов загремел на больничную койку. Леха каждый день радостно рапортовал ему о своих успехах. Петрову стало хуже. После операции Петров отходил долго. Жена изрядно перенервничала, мотаясь к нему с супчиками. Петров лежал бледный, зеленоватый и меньше всего желал слушать о Лехином проекте. Но, как назло, супруга была переполнена информацией, как тазик свежим вареньем. Почему-то она полагала, что Петрову будет легче, если он будет знать, что дела чудеснейше делаются. Петров, оправившись от язвы, загремел на другую койку с камнями в почках. Леха пришел к нему с цветами и шариками на американский манер. Лоск к нему вернулся, огоньки в глазах пригасли. Евгений Николаевич, можешь спокойно выздоравливать. Мы объект почти построили. Слышь, мне так понравилось. Вот прямо все. И колонны, и второй свет, и камни на участке. Ты вообще голова. И прораб толковый понимает с полуслова. Да с буквы просто, с мычанием. Так вот. В твоей выписке будет то. Петрова согнула в бараний рог. Жиденький обед вернулся наружу. Перепуганный Леха побежал за врачами, вопя в гопническом забытии. Ну, лепилы грешные залечить и уши поотрезать. Петров провалился в бессознанку. И тем не менее, раз от разу визиты жены Лехи стал переносить все легче. Кушал охотнее и ходил по нужде уже совершенно самостоятельно. Когда же выписался, за ним заехала жена и светилась, как морда собаки Баскервилей в безлунную ночь. Всю дорогу до дома тарахтела про злосчастный дом, открытие которого уже завтра, а они приглашены как соавторы. Петров поник головой, вздохнул, вдохнул, выдохнул и начал мысленно считать до 1000. Машина мягко плыла по асфальту, Петров уснул. Когда проснулся, обнаружил, что одиноко сидит в машине, а где-то за пределами кипит жизнь, звучит музыка и сумасшедше вкусно пахнет шашлык. На слабеньких ножках Петров выполз из автомобиля. Перед ним простирался участок Лехи. Посередине была насыпана горушка, на которой стоял кирпичный барак, длинный и безысходный. Боковой фасад был прострелен дюжиной узких окошек. Другой был глухим, без единого отверстия. Высокая двускатная крыша аспидно-черного цвета бодро украшалась матовыми световыми фонарями. А 2 узких фасада, внимание, снабжены античными портиками о 4 мощных колоннах дорического ордера. Ну и решетки на окнах, ясное дело. Внутри царила чудесная коридорная система и неизбывное электричество, поскольку без него в доме царил бархатный мрак. Второй этаж был светел дневным светом, до рези в глазах. И ничего там не было, кроме бильярдного стола и глобуса бара. Ах да, на 1-м этаже в одной из комнат просвещенный Леха устроил небольшую частную галерею. К своему дикому изумлению Петров обнаружил в ней вполне приличные полотна современных художников. Леха сдержанно сиял. И столько в нем было детской радости, что Петров его мысленно простил и даже полуприобнял. Все. Вот. Рассказ у меня еще есть, если хотите нажить что-нибудь. Вот. Книжка у меня одна,
Вот. Я вам подарю тогда, Олег, Спасибо большое. книжку. Да, спасибо. Да. Вот. Спасибо. У меня есть, у вас нет. Да, ну вот как-то разошлись. Тираж был небольшой. И, в общем, А где-нибудь найти можно в продаже? Или осталось? она в Озоне или на Озоне, по-моему. На есть Озоне? книжка, да. Нет, Да. нет. Уже нет? Говорят, нету. Нет. Ну, она скоро появится в электронном виде. Вот. Ее можно будет почитать. И я на своей страничке, вот у меня есть во ВКонтакте страничка, я там выкладываю рассказы. Вот. И обязательно сделаю анонс книги вот с этими рассказами. Там На все будут, видео те, которые я прозвучало читала. название соцсети, Вот. которая в И России первая книжка запрещена, будет в признанная электронном виде. экстремистской. Поэтому милости прошу. А всего сколько у вас книг? Три книги стихов. Я начинала, собственно, как Еще и стихи? как поэт, да. То есть я издала 3 книги стихов. Ну, я еще работала в интерьерном журнале, писала, собственно, вот, о стилях в интерьере. Вот. Ну, а потом вот переключилась на прозу, и как-то она так лучше пошла, чем стихи. Вот. Проза оказалась ближе, чем поэзия. Да вы знаете, я их всех люблю, все детки. Вот. Но единственное, что вот в прозу как-то душевно больше вкладываешься, что ли. Вот. А я еще как-то недосценарист, я же училась на сценарных курсах. Вот. И мне показалось, что если я буду такие мини-киношки делать в рассказах, то это будет как-то правильно. Вот. Там натаскалась я на эти все дела, что там завязка, развязка. А у кого учились? Ой, чему-нибудь и как-нибудь. Ну, это вот появляются эти курсы сценарные. В смысле, нет. Нет, не такие там, неизвестные имена. Понятно. Поэтому вот так вот. Вот пригодилась наука, пишу теперь прозу. Польза была. Да, польза была. Ну что, спасибо большое. Спасибо за- Таня, Маргарита, Алексею, спасибо большое. Да. Мне кажется, сегодня хорошая получилась тройка. Отлично. Вот, да, сегодня. Спасибо вам большое. Раз такой.